Здравствуйте, это новости Татарстана. В студии Лина Зинатуллина. И вот о чем сегодня расскажем. Хватит всем. Продовольствие все имеется в наличии. Запасы на продовольственных складах увидел Рамиль Галиулян. Ажиотаж последних дней постепенно начал снижаться. На данный момент товар есть. Да, какие-то артикулы, позиции, они кончаются, но это и в обычное рабочее время бывает. Что происходит с ценами и всем ли хватит товаров, выяснила Юлия Гоголева. Есть силы в запасе и материалы. Таких серьезных проблем не скажу, чтобы они появились. Как новые санкции переживает строительная отрасль республики? Продолжается ли стройка? Увидел Рамиль Шайдуллин. У 7-летнего Кирилла Кудрявцева из Казани врожденный, смертельно опасный порок сердца. Хочу на лайках кататься. Как можно помочь Кириллу Кудрявцеву, расскажет Вероника Гайнудинова. Начнем с печальной новости. При проведении спецоперации на Украине погиб еще один военнослужащий из Татарстана. 45-летний уроженец Зеленодольского района, полковник Дмитрий Сафронов. Выпускник Казанского танкового училища, он был заместителем командира бригады морской пехоты. Для Зеленодольского района гибель Дмитрия Сафронова стала первой и горькой потерей. Исполняя свой воинский долг, он показал пример настоящего мужества, силы и отваги, сообщил на странице в Инстаграм глава района Михаил Афанасьев. Накануне он посетил семью полковника и выразил соболезнования его близким. Прощание и похороны Дмитрия Сафронова состоятся завтра в селе Белобезводное. У него остались жена и 2 детей. Как обеспечивается продовольственная безопасность в республике? Сегодня специальная комиссия проверила продуктовые склады крупных ритейлеров. Такое поручение дал Рустам Минниханов. Президент потребовал ежедневно мониторить цены на товары и их наличие на прилавках. Для этого были созданы специальные комиссии. В их составе представители Минпромторга, Минсельхоза и УФАС. Достаточно ли запасов круп, сахара и муки? Как изменились цены и как торговцы борются со спекулянтами? Рамиль Галиулин побывал на складах, поговорил с продавцами и покупателями. В последнее время, получается, был ажиотаж. Бескрайние стеллажи в несколько этажей и ни одной пустой полки. Из этого оптового склада товары уходят в 4 сотни магазинов Казани и ближайшие населенные пункты. Его наполняемость сегодня проверяет специальная комиссия, созданная по поручению президента республики. На полках все товары первой необходимости. И гречка, и рис, и крупы. Всего в достатке. Поток поставок огромный. Дважды в неделю здесь разгружают по 3 многотонные фуры. Наложение получилось и праздники, и ажиотаж, и выходные попались так. То есть спрос был очень большой. Доходил, грубо говоря, то есть крупы и макароны где-то по 4000 штук продавали в день. В обычные дни, где-то 500-700. Запасы есть и в этом торговом центре на Тихорецкой. Но ажиотаж добавил работы продавцам. Продажи выросли на 60%. Есть правило определенное, что с утра торговый центр уже должен быть заполнен. Мы это время чуть, конечно же, растянули. То есть заполняемость торгового центра, она проходит в формате до 11, до 12 часов он должен быть заполнен. Вот, такие правила. Хотя раньше мы выкладывались гораздо быстрее. В топе продаж гречка, рис, макароны, подсолнечное масло и, конечно, сахар. В последние дни он быстро исчез с прилавков магазинов. Но, как отметили в Минсельхозе, поводов для беспокойства нет. Вопрос исключительно в логистике. Слух прошел, сразу же в магазине, получается, торгуется большое количество людей, приходит и покупает этот товар. А торговые сети, они обеспечивают торговые полки по запланированному плану. Когда все сметают, просто физически не успевают заполнять торговые полки. Сегодня в общей сложности 11 тысяч тонн свободного остатка сахара имеется. Запастись впрок спешат и непродовольственными товарами, туалетной бумагой и средствами личной гигиены. По непродовольственной группе товаров от 3 месяцев до 1 года запас по Татарстану имеется. Татарстан по непродовольственной группе товаров также себя полностью обеспечивает. У нас есть крупные предприятия, которые производят обширный ассортимент непродовольственной группы товаров. Товары как в наличии, так и в пути, то есть никаких там проблем с доставкой именно по наличию
на сегодняшний день не имеется. По предложению ФАС крупные торговые сети страны согласились ограничить наценки на социально значимые продукты не выше, чем на 5%. К инициативе подключились 30 торговых сетей. Также ритейлеры ограничили продажу некоторых товаров в одни руки. Например, сахара не более 10 пачек на человека. Делается это, чтобы исключить спекуляции. Причин в том, чтобы бежать, покупать 10, 15, 20 пачек сахара, для того, чтобы запастись, в принципе никакой нету. То есть мы как неделю назад не видели этой проблемы, так и сейчас. Ситуация, на наш взгляд, является искусственно нагнетенной. С этим согласны и некоторые покупатели. На всю оставшуюся жизнь затариться невозможно. Как раньше закупал на неделю, так и продолжаю спокойно покупать. Это бессмысленный ажиотаж. Чем больше ажиотаж, тем, соответственно, выше цена. В Татарстане из-за ажиотажного спроса на продукты создадут резерв основных продуктов питания. Президентом также дано поручение создать резерв по зерну. Дальнейшее его отдаем в переработке на муку. И также наши все предприятия по хлебобулочным изделиям создаем резерв под обеспечение мукой этих предприятий. О растущем спросе на продовольствие говорили сегодня на заседании правительства страны. Как отметил Михаил Мишустин, сейчас необходимо поддержать баланс цен на рынке. Внимательно мониторим, как обстоят дела со стоимостью наиболее важных для людей социально значимых продуктов питания. В том числе с ценами на хлеб, хлебобулочные изделия. Ведь зерно из России пользуется хорошим спросом за рубежом. Его стоимость увеличивается. И в этой ситуации надо обеспечить нужным сырьем, прежде всего, отечественную хлебопекарную промышленность. Стало известно, правительство выделит 2,5 миллиарда рублей, чтобы компенсировать часть затрат, которые понесли наши предприятия на производство хлеба и изделий. Рамиль Галиуллин, Файруза Мазитова, Марат Зайдуллин и Адель Мендубаев. ТНВ. Казань. С 19 марта по 23 апреля в Татарстане будут проходить еженедельные сельхозярмарки. Соответствующее постановление подписал премьер Алексей Песошин. Эта мера призвана сдержать рост цен в магазинах. Ярмарки начинаем. В принципе, сегодня уже полное понимание есть. Ассортимент, кто поставщик данной продукции будет. На ярмарках мы тоже традиционно ниже рыночных цен продукцию поставлять также планируем. Мы из года в год отслеживаем. Фермеры, которые принимают участие на наших ярмарках, практически с рынков уезжают на 90% продукции всегда продается. Сегодня Михаил Мишустин провел совещание правительства, обсудили меры поддержки различных секторов экономики в условиях санкций. Как заявил премьер, будет продолжено дорожное строительство. Татарстан получит дополнительные средства на развитие дорожной инфраструктуры. Регионам будет выделено на это более 160 миллиардов рублей. Средства пойдут на реконструкцию автомобильных трасс, строительство обходов городов и капитальный ремонт моста через Волгу. В результате будет обновлено и построено свыше 750 километров федеральных и 290 региональных автодорог. Напомним, в республике реализуется ряд масштабных проектов, в частности, трасса М-12 и Вознесенский тракт в Казани. Из федерального бюджета дополнительно выделим более 160 миллиардов рублей. Средства направим на конкретные объекты на федеральных и региональных дорогах в Татарстане, Приморском крае, Белгородской, Кемеровской, Московской и Ярославской областях, а также в Ненецком автономном округе. КАМАЗ перейдет на производство классических грузовиков только из российских компонентов. Сейчас камский автогигант полностью обеспечен комплектующими и заказами до конца марта. До лета производство будет смещаться на более локализованный в России модельный ряд К3. С конвейера в сутки сходит 180 грузовиков. Предприятие планирует придерживаться этих показателей. Сейчас уже проработаны заказы на апрель и май. В связи с тем, что сейчас все российские автомобильные компании испытывают трудности с получением импортных комплектующих, у нас принято решение постепенно переходить на модели поколения К3. Это модель, которая полностью состоит из российских комплектующих. Мы в течение нескольких месяцев перейдем на нее, и за это время будем искать замену или локализовывать те комплектующие, которые раньше приходили из-за рубежа, и в течение полугода надеемся возобновить выпуск грузовиков поколения К5.
В этом году строительство продолжится, проблемы могут возникнуть в следующем. Так, в Минстрое Республики прокомментировали ситуацию, которая возникла на фоне санкций. За неделю стройматериалы подорожали в среднем на 30-40%. Застройщики Татарстана приостановили несколько новых проектов жилых комплексов. Но, по словам Марата Айзатуллина, у республики есть резерв, и работы возобновят. Соципотечные дома возводить будут по плану. Подробнее Рамиль Шайдуллин. Строители работают на высоте, а значит, дома уже практически достроены. Это будущие соципотечные высотки в микрорайоне Салават-Купере. Их 3, в каждой по 255 квартир. Сейчас идут монолитные работы, кирпичная кладка, спецработы идут, канализацию делаем. Прямо сейчас на объекте строительная техника, там и тут продолжают трудиться рабочие, готовы и стройматериалы. Работа здесь не прекращалась ни на один день. Начав в июле 21-го, к марту строители выполнили уже большую часть работ. Сдать под ключ планируют в этом году, несмотря на то, что рынок лихорадит от роста стоимости стройматериалов. Поставка материалов осуществляется, то есть таких серьезных проблем не скажу, чтобы они появились. Как сегодня объяснили в Минстрое, социальные ипотеки, новые цены и западные санкции не коснутся. План работ утвержден, лимиты определены, однако уже приостановлено строительство некоторых коммерческих домов. Я думаю, этот год, то, что там где-то какие-то новые стройки заморозятся, мы этот год еще вытянем. Но если вот эта ситуация будет такая непонятная, я думаю, более, наверное, отразится на 2023 году. Пока выручает то, что больше 90% материалов для строительства домов отечественные. Но и здесь рынок фиксирует резкий рост цен. Тот же песок подорожал в 2 раза. В ситуации разбирается ФАС. По каждым четвергам у нас проходит штаб. Не у нас, проводит Марат Шикерджанович во всей Российской Федерации. Там во всех регионах жалуются на это. Не первый мы, не последний. Я думаю, точку должны поставить. Я тоже не понимаю. Было 130, стало 260. Другие же комплектующие, особенно зарубежные, подорожали в среднем на 30-40%. Это фурнитура, технологичное оборудование, преимущественно западное, которое и вовсе перестали поставлять. Уже ищем, отрабатываем с рынками Азии, так скажем. Выходим уже на Казахстан, выходим на Китай. С ними пытаемся наладить, чтобы найти аналогичное оборудование, которое смогло бы заменить. Новые условия, заверили в Минстрое, не должны остановить или скорректировать утвержденную программу строительства в этом году. Нужно ввести в строй 2 миллиона 755 тысяч квадратных метров жилья и более 3,5 тысяч социально-культурных объектов. Нашим президентом Республики Татарстан были приняты решения на 2022 год увеличить лимиты финансирования ряда программ. Это в первую очередь объекты здравоохранения и объекты водоснабжения. Кроме этого, будут капитально отремонтированы все из 760 запланированных многоквартирных домов республики. На это выделено больше 6 миллиардов. Рамиль Шайдуллин, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань. Ажиотаж на строительные материалы спал. Об этом сегодня сообщили управляющие специализированных магазинов. Туда мы отправились вместе с комиссией по мониторингу цен. Дефицита товаров нет, рост цен от 10 до 20%. Юлия Гоголева продолжит тему. Есть какие-то позиции, они кончаются, мы их заказываем. Середина дня, магазин стройматериалов Леруа Мерлен. Покупателей много, но ажиотажа, как на прошлой неделе, нет. Многие покупают, думают, что, например, товаров скоро не будет, будет дефицит, и они не смогут это купить. Товары есть, по факту, если мы посмотрим по магазину, магазин полон достаточно. Да, и как я еще раз говорю, какие-то артикулы кончаются, но наши закупщики их закупают, привозят. Цены за последние 10 дней здесь поднялись, говорят продавцы. Цемент подорожал на 25-30%, шпатлевка и гипсокартон на 15%, какие-то товары на 5 и 10%, на что-то цена не изменилась. Несмотря на ажиотаж последних дней, большинство популярной продукции конкретно в этом магазине сейчас в наличии, по словам руководства торговой точки. В ближайшие месяцы без проблем здесь можно будет купить и цемент, и обои. Большинство товаров, представленных в этом магазине, российского производства. Немножко опасаюсь подорожания, но все равно ремонт делаю, покупать в любом случае надо. Ничего не будет, переживем, что будет. Все заводы почти наши, сами делают, сами стряпают. Так что тут беспокоиться не надо, без краски не останемся. Перебоев с поставками в этом магазине нет. Вижу, что материал заводится постоянно, регулярно, и
ни в одном месте я не видел пустые полки. Цены, насколько я обнаружил, выросли незначительно, там 10-15%, где-то, может, 20%. Но это, в принципе, укладывается в сегодняшнюю рыночную конъюнктуру. Мы тоже наблюдаем в целом по строительной отрасли, что цены подорожания составляют в пределах от 10 до 20%. Но это все связано не только с нашими производителями, там и энергоносители тоже имеют место быть. Это уже мегастрой на Горьковском шоссе. Ассортимент представлен. На обои цены до сих пор не повышали. Ламинат подорожал, но только импортный. По товарам из дерева и сухим смесям повышение 25-30%. Ажиотажа здесь сегодня мы тоже не увидели. Цены пока те же, поэтому торопимся купить. В обоих магазинах, в которых сегодня мы побывали, соотношение российских и зарубежных поставщиков примерно одинаковое. 70% на 30%. Поэтому здесь уверены, и дальше полки тоже не будут пустовать. Имея опыт работы с 2014 года, да, когда была аналогичная ситуация с курсом доллара, когда он подрос, мы все-таки немножечко переориентировались в сторону того, чтобы работать более с местными поставщиками. Ну, так как, во-первых, и договориться с ним проще, и товар быстрее привезти. По поручению президента подобные проверки цен и ассортименты на все группы товаров продолжатся впредь и будут регулярными. Юлия Гоголева, Данил Филатов, ТНВ, Казань. Лететь нельзя остаться. Несмотря на сложности с авиаперелетами, татарстанцы все же не отменяют запланированный заграничный отдых. Некоторые направления все еще доступны. Среди них Турция, Египет, Объединенные Арабские Эмираты. Спрос сохраняется и на российские курорты, говорят туроператоры. Какие направления самые востребованные и во сколько обойдется отдых, туристический рынок изучил Рамиль Галиуллин. Турция – это такое место. Нам очень близко, мне кажется. Где отдохнуть с молодым человеком? Таким вопросом Регина Утюгова задавалась недолго. Выбор сделала в пользу проверенной Турции. Билет покупали 3 дня назад. Было очень много слухов того, что закроют границы. Рада этой поездке, что будем находиться вместе, и все равно работа онлайн, магистратура онлайн. Когда календарная зима уже позади, мечты о грядущем отпуске посещают казанцев все чаще. Многие из них делают выбор в пользу турецких берегов. Маршруты разные всегда, но в этот раз решили Турцию, потому что не везде все летает сейчас, а Турция пока открыта. Давно уже был запланирован. За месяц. Сейчас любителям путешествовать по миру по понятным причинам особо не развернуться. Авиасообщение с Россией прекратил Евросоюз и ряд других государств. В общей сложности небо закрыли 37 стран. Но выбрать все-таки есть из чего. Из Казани напрямую можно улететь в Арабские Эмираты, Египет и Турцию. Международный аэропорт Казань работает в штатном режиме. Рейсы выполняются по расписанию. В соответствии с рекомендацией Росавиации, российские авиаперевозчики сокращают полетные программы за рубеж. В то же время можно отметить, что некоторые зарубежные перевозчики существенно увеличивают число рейсов в Стамбул и Анталию из Казани. Например, в Сочи на 4 ночи на каникулы, 4 звезды с питанием завтраки от 40 тысяч на двоих. На время, когда туроператоры приостановили продажу путевок за рубеж, вырос спрос на российские курорты. В топе традиционно Сочи, Москва, Санкт-Петербург, Калининград и Алтай. Появились новые туры в Дагестан. Что касается цен, то они остались без изменений, уверяют туроператоры. По России цены вообще не выросли. Стартуют от 30 на двоих и выше, уже в зависимости от гостиницы и от какого питания. Это входит сюда уже перелет, отель, и может быть трансфер. Что касается 8 марта, то по данным одного из сервисов, 80% туристов отправились в путешествие по России. Большая часть на празднике посетили Москву. Рамиль Галиуллин, Ленар Хузяхметов, Ильшат Мухаметов, ТНВ, Казань. Казанский институт культуры присоединился к всероссийской акции «Своих не бросаем». Сегодня в одном из торговых центров Казани прошел флешмоб «За мир, вперед, Россия». Так студенты и педагоги поддержали специальную военную операцию на Украине. В акции приняли участие около 1000 человек. Они исполнили патриотические песни, прочитали стихи как на русском, так и на татарском языках. За мир! Вперед! Россия! И мы также поддерживаем президента Российской Федерации и акцию «Мы за мир, за президента, своих не бросаем». Собралось столько людей, и они сделали шаг, можно сказать, за мир. Вот. Они сделали, и все вместе мы сделали огромный шаг, чтобы наша страна процветала. Столетний детсад в историческом центре Казани закрыт в ожидании денег на восстановление. Почему от детского сада осталась только вывеска, читайте сегодня в интернет-газете «Реальное время».
Возможности реализации совместных проектов в сфере цифровизации, развития промышленности и импортозамещения Рустам Минниханов сегодня обсудил с председателем Совета директоров компании «А-Групп» Сергеем Абрамовым. Компания занимается разными сферами деятельности, одна из которых – разработка приложений виртуальной и дополненной реальности для бизнеса. В России они ведущие в этой сфере, и их разработки смогут заменить аналогичные западные продукты. Одно из их предложений – разработка цифрового двойника Республики Татарстан. Сегодня Рустам Минниханов встретился с руководителем «Гидромашсервис» Артемом Молчановым. Обсудили вопросы поставки специализированного оборудования, а также перспективы дальнейшего развития «Казань-Компрессор-Маша». Напомним, татарстанский завод вошел в Московский машиностроительный холдинг в 2012 году. Как защитить свое право на образование, семью, соцобеспечение и жилище – самые частые вопросы, с которыми жители республики обращаются к уполномоченному по правам ребенка. Об этом на заседании Комитета по соцполитике сообщила Ирина Волынец. В прошлом году в адрес уполномоченного поступило более 2000 обращений. Треть касается образования, в том числе дошкольного. Это предоставление мест в детсадах, а также капремонт учреждений. Волнуют родителей и конфликты между участниками образовательного процесса. Количество таких обращений в прошлом году увеличилось на треть. Детский омбудсмен Ирина Волынец выступила с предложением запретить реализацию энергетиков несовершеннолетним. Проект был одобрен. Его рассмотрят на летней сессии Госсовета, затем направят в Москву. Одна из ближайших инициатив, с которыми мы выступим, это возможность введения сертификата для семей, которые должны получить землю, то есть для многодетных семей. Вот в ряде регионов уже есть возможность, если нет земли, потому что проходит время, дети вырастают, то есть возможность получить этот сертификат, да, на жилье, использовать его при покупке квартиры или дома. В Татарстане заболеваемость коронавирусом снизилась почти в 3 раза по сравнению с прошлой неделей. За сутки выявлено 733 новых случая, 135 из них дети. Умерли 4 женщины, самой молодой было 52 года. В соседних регионах также идет снижение. В Башкортостане 3000 инфицированных, в Ульяновской области около 1000, в Удмуртии 491. В России 58 675 заболевших за сутки. В Татарстане привились почти 3500 жителей. Сегодня ночью в Татарстане ожидается сильный мороз. С полуночи до 10 часов утра температура местами опустится до минус 26 градусов. В этой связи МЧС рекомендует соблюдать осторожность при использовании электрообогревателей, не оставлять включенные электробытовые и газовые приборы без присмотра, не злоупотреблять спиртным, а также не оставлять детей без присмотра. Антироссийские санкции не повлияют на поставку в Татарстан ветеринарных препаратов и вакцин. Об этом сегодня в ходе пресс-конференции заявил замначальника управления ветеринарии Кабмина Татарстана Габдулхак Матыгулин. Республика начала готовиться к сезонной миграции перелетных птиц, основному переносчику птичьего гриппа. Для предотвращения заражения в Татарстане проверяют птицеводческие предприятия. Уже проведено 15 ревизий. Нарушения встречаются только на фермерских хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей. Крупные предприятия выполняют все требования по содержанию птицы. Основное нарушение – отсутствие качественной биозащиты от контакта с дикими особами. Многие фермеры даже вот именно, у них нет всесезонного дезбарьера. Но без этого сохранить птицепоголовье невозможно, потому что вирус заносится в основном те предприятия, где уровень биозащиты хромает. Как в сложившейся экономической ситуации будут получать лечение за рубежом тяжело больные дети? Операция в ближайшее время предстоит 7-летнему Кириллу Кудрявцеву из Казани. Он с рождения борется за жизнь. У мальчика врожденный смертельно опасный порок сердца. Сейчас ему необходим заключительный этап лечения. Без этой операции его жизнь может оборваться в любую минуту. Готовы ли врачи бостонской клиники спасти Кирилла? Как изменится стоимость лечения и кто может помочь? И как он доберется до госпиталя в США? Ответы знает Вероника Ганудинова. Я хочу на лайках кататься. Пока эта мечта 7-летнего Кирилла Кудрявцева неосуществима. У мальчика врожденный порок сердца. Когда он пытается активно играть, бегать, у него появляется одышка, кожа начинает синеть. Все из-за уровня кислорода в крови. Сатурация всего 80%. Он растет, сердцу тяжело качать, в нижней конечности в ноге кровь. Из-за этого сатурация снижается, и поэтому ему нужно дальше проводить оперативное вмешательство на сердце, чтобы просто жить дальше.
О диагнозе мамы малыша Регина Кудрявцева узнала еще во время беременности. На 5-й день после рождения Кириллу сделали первые 2 операции. В 5 месяцев был второй этап и снова 2 операции. В 2020 году должен был состояться заключительный этап коррекции врожденного порока сердца в Нидерландах. Но из-за состояния мальчика врачи отложили операцию. Недавно Кириллу стало лучше, и его согласились принять в бостонской клинике США. Получили 28 февраля подтверждение из клиники, что они нас ждут, и мы с ними постоянно на связи по электронной почте, переписываемся. К сожалению, Mail.ru сейчас нет сообщений через Mail.ru, приходится через Gmail переписываться, но они говорят, что нас ждут и тоже так же переживают, как мы долетим, все ли хорошо будет. За неделю до этого, 22 февраля, получили визу и успели купить билеты. Маршрут в Америку через Стамбул. Сейчас для лечения необходимо $186 тысяч. По курсу это около 20 миллионов рублей. Идет предварительный сбор – 2 миллиона 300 тысяч рублей. Кудрявцева не исключают. Сумма операции в сложившейся ситуации может измениться. Предварительно это было все сделано, расчет и оперативно что-то может поменяться. То есть мы надеемся, сбор, который нам сейчас помогает еще дополнительно закрыть. Оплата лечения детей в зарубежных клиниках проходит без сбоев. В настоящий момент никаких ограничений в части конвертации валюты, в части перечисления каких-то денежных средств на счет иностранных клиник у нас нет. По состоянию на сегодняшний день у нас открыты счета в крупнейших российских банках. Они не отключены от системы SWIFT. И все наши обязательства мы исполним в полном объеме. Первая операция назначена на 20 числа марта. Вторая поможет полностью выздороветь Кириллу. Сейчас его жизнь зависит от нас с вами. Помочь может каждый. Реквизиты на экране. Я хочу, когда я вырасту, быть программистом и создавать игры. Вероника Гайнудинова, Алмаз Зиаддинов, ТНВ, Казань. На этом пока все. Всего доброго и до встречи в следующих выпусках новостей. Банкрот-центр. От долгов хотят избавиться многие, и каждому готовы помочь юристы Банкрот-центр. Банкрот-центр. Профессионально, надежно, законно. Жидкие удобрения из Агри с аминокислотами, макро- и микроэлементами помогут восстановить растения весной. Удобрения из Агри – залог отличного урожая. В студии София Егорова. Здравствуйте. Мороз и солнце – день чудесный. Эти известные строки классика звучат в марте, как ни странно. О погоде через несколько секунд. Данил Мастер дарит подарки. Только до конца марта при заказе кухни мойка из искусственного камня в подарок. А при заказе шкафа-купе – комод. Вас ждут на Восстании 23. Телефон 2-167-166. В предстоящие сутки будет ясно и морозно. Осадков не предвидится. По данным сервиса Яндекс.Погода, в Бугульме, Бавлах и Азнакаево с самого утра и до вечера будет идти снег. Днем до минус 8-9 градусов. Морозно и без осадков в Набережных Челнах, Нижнекамске и Елабуге. Днем минус 10 градусов. В Агрызе, Менделеевске, Актаныши вероятность осадков небольшая. Температура пониженная, минус 9-10 градусов днем. К вечеру до минус 18. В Арске, Кукмаре и Балтаси днем ясно и до минус 10. Облачно и снежно в Болгаре, Дрожжином и Буинске. Холодно, минус 11 градусов. В Альметьевске, Чистополе, Мадыше днем также морозно. Минус 9-10 градусов. В четверг будет ясно, морозы усилятся. Федеральная сеть медицинских центров «Доктор Ост». Лечение самых сложных заболеваний позвоночника и суставов без боли и хирургического вмешательства. За 12 лет в 10 городах России врачами клиники отменено более 70 тысяч операций. В России привыкли лучших врачей искать за рубежом. Но достойное лечение можно получить, не покидая Родины. В медицинский центр «Доктор Ост» обращаются с самыми тяжелыми заболеваниями позвоночника и суставов. Более 70 тысяч пациентов нам удалось спасти от необходимости проводить операцию и ставить протез. Приходите в «Доктор Ост». Убедитесь, что вернуться к полноценной жизни без боли – это просто.
Укрепить иммунитет и восстановить силы поможет санчи. Благодаря свойству улучшать кровообращение, санчи благотворно влияет на работу всего организма. Дает энергию, нормализует сон, способствует устранению головных болей и хронической усталости. Улучшает самочувствие. Польза санчи проверена веками. Недаром его называют сокровищем китайской медицины. Продается в аптеках Farmland. Телефон для справок 8 927 236 71 75. Сайт sanchi.rf. В Казани ясно, осадки не ожидаются. Ночью похолодает до 15 мороза, местами до минус 18. Днем до 10 градусов ниже 0. Ветер северо-восточный умеренный до сильного. Атмосферное давление 765 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 69%. Магнитное поле Земли спокойное. На дорогах скользко, будьте внимательны. На этом наш выпуск завершен. До свидания.